Чебоксарские школьники 5 общеобразовательных учреждений, 40-й, 54-й, 37-й, 59-й средних школ и 5-я гимназия в течение года принимали активное участие в сборе и поиске информации для книги памяти о наших земляках, участниках Великой Отечественной войны. Наш класс, можно сказать, очень даже трепетно относился к этой работе, потому что он понимал, насколько это важная работа. Да, я согласна со многими ребятами, что возникали сложности в поисках людей, солдатов, но мы все же находили их. Некоторые там были тоже ошибочные, то есть неправильные имена, но мы переобороли эту сложность, можно так сказать, и все-таки находили. У меня есть, конечно, такие солдаты, которых мы до сих пор еще не нашли. Всего обучающиеся проверили более 25 тысяч фамилий. В ходе работы с первоисточниками они получали необходимую информацию, изучали судьбы людей, воевавших и погибших на полях войны. Мы примерно обработали 8789 имен солдат без вести пропавших. И примерно около 3570 солдат мы нашли имена, установили, да, увековечили их память, установили их судьбы. Но я так думаю, что у нас еще очень много работы по книге. Наша книга – это том номер 3, память. Вот одна из книга памяти Чувашии. Вот следующий шаг мы должны теперь донести до родственников. Потому что времени очень мало, мы, конечно же, сейчас пока этим не занимались. Ребята под руководством наставников выясняли судьбы без вести пропавших солдат на сайтах «Подвиг народа» и «Память народа». Так, в 37-й школе в музейном комплексе для учащихся специально установлен компьютер с интерактивной панелью, который позволяет изучать историю Великой Отечественной войны и заниматься поиском необходимой информации. Самый быстрый способ найти информацию о своем родственнике – это, конечно же, обратиться в обобщенный банк данных, мемориал. Здесь это у нас банк данных о защитниках Отечества, погибших, умерших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Здесь вам необходимо указать фамилию, имя, отчество и год рождения, то есть самую минимальную информацию, которой вы владеете. Далее вы набираете «Найти». В лучшем случае у вас выходит уже информация. В нашем случае это Ухов Григорий Иванович, 1905 года, Чувашская ССР, Аликовский район. Далее мы открываем и уже получаем информацию из донесения о безвозвратных потерях. Если в книге памяти было указано причина выбытия пропал без вести, то здесь мы можем узнать, когда это произошло, место выбытия, откуда была получена информация, из каких фондов, дату рождения, дополнительную информацию. А самое главное, мы можем получить, именно увидеть сам документ, где уже подчеркнута полная информация о безвозвратных донесениях. Можно обратиться помимо этого и уже в другую базу, это «Память народа». Здесь точно так же вы указываете фамилию, имя и отчество, и дату рождения, нажимаете «Найти». Здесь вы можете установить судьбу родственника, принимавшего участие в Великой Отечественной войне, уже найти информацию о награждениях, ознакомиться с подлинными архивными документами, содержащими информацию об участниках войны и о ходе вообще военных действий, увидеть карты и многое-многое другое.